Министерству иностранных дел Кыргызстана 80 лет. Все эти годы ведомство представляет интересы нашего государства на международной арене, ведет дипломатическую политику, направленную на обеспечение безопасности, защиты прав и интересов наших граждан. На сегодняшний день, если в общем говорить, то в принципе в Кыргызской республике нет никаких политических разногласий с кем-либо. Активно ведется работа по увеличению торгово-экономических отношений, по привлечению инвестиций в направлении развития культурно-гуманитарной составляющей. Активно у нас проведена была работа и в прошлом году. Мы видели результаты внешней политики. МИД играет ключевую роль в построении имиджа нашей страны на мировой арене. На сегодня Кыргызстан сотрудничает со свыше 150 государствами мира и состоит в крупных международных организациях. Кыргызстан занимает свое место как учредитель и активный член в таких организациях, как ШОС, СНГ, ОДКБ, ОТГ. И мы знаем, что во всех этих саммитах МИД продвигает определенные инициативы Кыргызской республики. Ветераны МИД, дипломаты, общественные и государственные деятели отмечают слаженную работу профессиональной команды министерства за рубежом. Заметно улучшилось качество работы наших диппредставителей с соотечественниками. Радует и то, что увеличивается количество дипучреждений Кыргызстана. Открытие дипучреждений в стране первым делом положительно сказывается на торгово-экономическом сотрудничестве. К примеру, товарооборот Кыргызстана с Кореей составлял всего 3-4 миллиона долларов. После открытия посольства объем увеличился в 10 раз. В последнее время дипучреждения Кыргызстана открылись в Монголии, Катаре, Кувейте, Казани, Санкт-Петербурге и не только. Наряду с этим Министерство иностранных дел под руководством главы государства выдвигает мировому сообществу важные инициативы. Так, в 2022 году МИД представил в ООН 5-летний план по развитию горных регионов. Хотел бы отметить, что она была одобрена на основе консенсуса, и ко-спонсором этой резолюции выступили свыше 130 государств. Эта резолюция посвящена проблеме таких хрупких горных систем, какими является горная система, Кыргызская республика. Вот со времени провозглашения, я считаю, что является одним из лидеров такого движения. И даже, по-моему, на последней Генеральной Ассамблее президент Кыргызской республики выступил с различными предложениями, связанными в том числе с развитием, устойчивым развитием горных районов. Эффективность дипломатической деятельности положительно сказывается на рабочей среде и условиях представителей других стран. Сейчас послы других стран характеризуют работу в нашей стране как комфортную. Внешняя политика в целом Кыргызской республики носит суверенный самостоятельный характер. В этом плане нам очень легко работается с Кыргызской республикой, с дипломатами. Мы находим полное понимание во всех вопросах, во всех наших делах. Все вопросы, которые стоят в нашем двустороннем сотрудничестве, мы на регулярной основе обсуждаем с нашими коллегами, поэтому работается очень комфортно, в хорошей обстановке. Для меня честь поздравить Министерство иностранных дел с юбилеем. 80 лет – это возраст мудрости. Мы очень рады тому, что наше посольство входит в число постоянно действующих посольств в Бишкеке. На сегодня только 3 посольства Европейского Союза – Венгрии, Франции и Германии – имеют постоянное представительство в Бишкеке. Мы очень гордимся и рады быть частью этого и сотрудничать с нашими коллегами из Министерства иностранных дел Кыргызстана. В этот юбилейный день хочу поздравить Министерство иностранных дел и всех моих кыргызских коллег. Это особенный день для всех дипломатов. Мы рады иметь теплые и деловые отношения с вашей страной. От имени Германии и от имени Европейского Союза, который мы здесь представляем, поздравляем еще раз. Пусть солнце будет светить всегда над вашей землей. Благодаря профессиональной работе Министерства иностранных дел заметно повышается репутация Кыргызстана в построении межгосударственных отношений, подчеркивает герой Кыргызской республики Апас Чумаголов. По его наблюдениям, впервые с момента обретения независимости наша страна укрепила отношения с соседними странами и странами других континентов. Вокруг нас всеми соседними государствами, и далекими, и близкими сегодня отношения довольно на высоком уровне.
Я откровенно скажу, вот, особенно Узбекистан, Казахстаном, Россией, другими соседними государствами сегодня проблем нет. Есть только одна проблема – налаженные деловые хорошие связи. Их надо просто укреплять и развивать. Вот на таком уровне, на таком, как говорится, значит, хорошей волне мы сегодня видим, наше государство, наши руководители развивают. В честь юбилейной даты в государственной резиденции прошла международная конференция. Участие приняли дипкорпус министерства, дипломаты, ветераны, государственные и общественные деятели и послы. Решение об образовании союзно-республиканских министерств иностранных дел. Отметим, что Министерство иностранных дел Кыргызстана было образовано в 1944 году. Первым народным комиссаром иностранных дел Кыргызской ССР был назначен Казы Дикамбаев. Ахмыр Нурдинова, Асқар Маратов, ЛТР Бишкек.